Самым оживленным движение на Абхазской железной дороге было в 1988 году. 25 пар грузовых поездов и 15 пар пассажирских проходило по этому пути за сутки. Каждые 15 минут мимо каждой станции проходил состав. Тогда АЖД была частью Закавказской железной дороги и соединяла европейскую часть СССР с Закавказьем. Это был кратчайший путь с запада на восток. Но строилась Абхазская железная дорога не сразу. 14 января 1931 года первый состав пересек железнодорожный мост и въехал на территорию Абхазии. В этом же году началось движение до станции Гал. В 1932-м железнодорожные пути протянулись до Очимчиры. А еще через 4 года долгожданный поезд торжественно встретили на станции Киласур. И только в 1945 году была запущена ветка Сухум-Адлер, которая и завершила возведение Закавказской железной дороги. Нами руководили же из Тбилиси и Самтреdia. В Самтреdia это тупиковая станция. Они искусственно создали отделение, чтобы сделать там рабочие места, чтобы там работали. Абхазия, здесь сквозное движение, сам Бог велел, чтобы здесь было управление, но этого они не делали. В конце 80-х годов молодой специалист в области управления перевозками Рита Лолуа, благодаря московским коллегам из Министерства путей сообщения, подготовила экономическое обоснование инициативы создать управление Абхазской железной дороги в Сухуме, с которым должна была выступить на заседании Верховного Совета. Собрала материалы, все экономически обосновала, что нужно, можно и нужно здесь в Абхазии открывать отделение дороги 3-й категории, чтобы управлять всеми процессами перевозки именно здесь в Абхазии. Мы даже написали проект постановления, но случилась война. Поводом начала военных действий как раз и стала Абхазская железная дорога. В 1992 году войска Госсовета Грузии вторглись на территорию республики под предлогом охраны железной дороги. Хотя, как рассказывает нынешний руководитель АЖД Гурам Губас, это была чистой воды провокация. Стали грабить грузы, в основном направляемые в Армению с России, не в Абхазии, а все эти политические процессы на территории Мингрелии, да, ну это Грузия за Ингуром, там начали грабить. Потом, к сожалению, это распространилось и здесь тоже, но это пришло оттуда. Как останавливали движение? Взрывали малые мосты или ломали железную дорогу, поезда останавливались, они начинали скапливаться и на территории Абхазии тоже. В конце концов был взорван мост через реку Ингур, и сквозное движение по магистрали прекратилось. В период Отечественной войны народа Абхазии железная дорога с главным управлением в Гудауте обслуживала в основном нужды военных. По ней перевозилось оружие и боеприпасы. Даже бронепоезд собрали абхазские железнодорожники. Чисто в военных целях мы оборудовали так называемый бронепоезд, который, конечно, использован не был. Была такая задача поставлена нам, железнодорожникам, вместе с тыловыми организациями Министерства обороны. Мы ее сделали. Работал и санитарный поезд, который вывозил раненых из Нижней Шеры в Афон и Гудауту. По автодороге сделать это было невозможно, так как вся трасса простреливалась противником. Ребенок такой маленькая совсем. Отступая в сентябре 1993 года, грузинская армия испортила все, что не могла забрать с собой, в том числе поезда и электрички. Целыми остались только списанные еще до войны составы. Они-то и прослужили Абхазской железной дороге добрый десяток лет. Особенно востребованным железнодорожный транспорт стал в период блокады, когда порой единственным способом прокормить семью была торговля цитрусами. 80%, по-моему, пользовалось, население пользовалось нашим железнодорожным видом транспорта, потому что транспорт был дорогой, потом мало было, бензин немножко дорогой был. Нам устроили блокаду, потом эти веерные отключения по 3 часа, но тем не менее наши пассажиры бедненькие 3 часа ждали, пока свет дадут, все равно из электрички не выходили. Ехали в основном на границу, где станции не было. До войны поезда останавливались в Цандрыпше, а потом только в Веселом. Поэтому пассажирам с ящиками и мешками приходилось буквально выпрыгивать из вагона на землю, пока не был оборудован перрон.
Президент Владислав Григорьевич Ардзинба нас всех собрал, мы поехали на ПСО, он посмотрел, дал указания, где как построить, помогли нам, мы где-то за 1 080 000 тогда построили платформу. Она такая высокая, с такими, знаете, для всяких тачек и все прочее, такие специальные такие места, чтобы они могли удобно их катить. Вот. И люди настолько были благодарны, настолько радости, представляете, которые метра 3-4 скатывались с этих подножек, а тут такое. Прослужили эти электрички около 15 лет, после чего их все-таки пришлось списать. Мы ими работали значительное время, в принципе, до 2006, до 2007 года работали. Ну, потом запчастей на них не было, старались сами ремонтировать, что-то приобретали в Российской Федерации, но это дорого в России приобретать. И поэтому они пришли в такую негодность, что дальше их эксплуатировать нельзя было. Они по 2 срока уже прошли эксплуатацию. И вот в 2006-2007 году пришлось отменить электропоезда. И внутри республики нет сейчас пассажирского сообщения. Негодные поезда распилили и сдали в металлолом. Как рассказывает Рита Лолу, это было единственным выходом в той ситуации, когда АЖД обслуживала себя своими лишь силами. Нам надо было выживать, надо было платить зарплату. У нас 1500 железнодорожников работало от Цандрепша до Чимчиры и до Ткварчала. Надо было как-то зарплату людям платить, надо было и стране выживать, потому что пошлина шла государство. У нас дорога была в очень плачевном состоянии. Нужно было ее как-то содержать. А за счет чего? Грузовых перевозков 0, пассажирские только электрички, где вот я, как говорю, убыточные. Поэтому я считаю, что это было правильно. Выживать надо было. Но что касается, честно говоря, это темная история. Я просто не хочу, как вам сказать, продажи вагонов этому касаться. Были там уголовные дела, все. Мне просто, знаете, это есть правоохранительные органы, это к ним надо обращаться, как и что. Утратив внутреннее пассажирское движение, Абхазская железная дорога работу не прекратила. Первым большим проектом, призванным возродить АЖД, стало восстановление морского порта в Чимчире и налаживание перевозки угля из Ткварчала. И морское пароходство нам профинансировало. Мы практически из Ткварчала прям в Мурпорт, ветка была, и мы уголь в Турцию вывозили. К большому сожалению, была плохая дорога сама на Ткварчал. Мы как-то старались, ремонтировали. Ну и работали, перевозили уголь. Вот это у нас самый первый большой такой хороший проект был. Грузовые перевозки – единственная статья доходов железных дорог всего мира. Пассажирское сообщение убыточно априори. Обслуживание как самих поездов, так и людей берет на себя больше затрат и практически не окупается. Поэтому, как считают абхазские специалисты в области железнодорожных перевозок, даже существенное увеличение туристического потока в нашу республику не обеспечит рентабельности АЖД. Кстати, вот недавно как-то, по-моему, в Жане выступал, была передача, что вот такое количество, огромное количество перевезли пассажиров, мол, столько денег. Абсолютно. Это неверно. Во-первых, вот то, что летом ходил электропоезд. Электропоезд, он не принадлежит Абхазии. Это российская компания, обслуживающая персонал, российская компания. Плата за электроэнергию, он огромное количество электроэнергии поглощает, поэтому там абсолютно никаких доходов нет. И даже если у Абхазии появится собственный подвижной состав, если это будет, например, электричка, то конкурировать с автотранспортом сегодня она не сможет. Ни по скорости, ни по комфорту. И на это есть ряд объективных причин. Для того, чтобы электричка, вырабатывала необходимую электроэнергию для перемещения, нужна соответствующая скорость. Для того, чтобы работали кондиционеры и вся эта система работала. И мы столкнулись с тем, что действительно наша железная дорога не позволяет развивать соответствующую скорость. Вот тогда этот вопрос для меня был открыт. Эти 105 километров пути были отремонтированы в 2012 году за счет кредита, который выплачивается до сих пор. 300 миллионов рублей в этом году из бюджета Абхазии идут на уплату долга по кредиту на ремонт Абхазской железной дороги. Решение о капитальной реконструкции АЖД было принято в конце 2010 года. Несколько подписей министра иностранных дел, экономики и президента Сергея Багапши решили судьбу 2 миллиардов российских рублей, которые были направлены РЖД на ремонт Абхазской железной дороги. Это был так называемый экспортный кредит, то есть российская компания взяла деньги у российского банка на ремонт объекта в Абхазии. Поэтому выплачивает долг по кредиту наша республика до сих пор. В прошлые годы проценты и платежи составляли 50 миллионов в год, начиная с этого по 300 миллионов. И это уже основная сумма.
Тяжело говорить сейчас о том, что нужно было это делать, не нужно было это делать. Как бы я не сторонник того, чтобы там искать скелеты в шкафу или в прошлом искать такое, что давать какую-то оценку. Надо исходить из сегодняшней ситуации, которая есть, и мы имеем этот долг, о котором все знают. Экономический блок, который обслуживал на тот период работу нашего правительства, конечно, можно было, наверное, опять же, подойти более, скажем так, детально, более взвешенно подойти к этим вопросам. Может быть, на данный момент мы имели бы немножко другие последствия. По словам Адгура Ардинова, сегодня трудно судить, на какие экономические выгоды надеялись власти того времени, потому как в министерстве нет финансово-экономического обоснования, документа, без которого даже рассматривать проект капитального ремонта АЖД парламент не мог. Дело в том, что речь идет о межгосударственном экспортном кредите. В любом случае, перед заключением подобного рода соглашений о заимствовании, конечно, необходимо проводить соответствующие изыскания, которые позволят определить не только целевое предназначение этих средств, но и возможность своевременного возврата взятых на себя финансовых обязательств, потому что речь идет действительно о серьезной большой сумме для нашего государства. Вот. И, насколько я понимаю, такой работы не было проведено. Может быть, финансово-экономическое обоснование не дошло до Министерства экономики, но попало в руки парламентариев, которые и принимали решения. Но нет, по словам депутатов, документов, на основании которого можно было бы сделать выводы об экономической целесообразности 2-миллиардного кредита на ремонт железной дороги, к ним в то время не поступало. Для ратификации этого договора, должно было быть подготовлено предложение, в котором должно было содержаться заверенную копию официального текста международного договора, обоснование целесообразности его ратификации, определение соответствия договора законодательству Республики Абхазия, а также оценку возможных финансово-экономических и иных последствий ратификации договора, включая заключение Кабинета министров Республики Абхазия. В итоге, в результате исследования этого вопроса было установлено, что никакого финансово-экономического обоснования не было. Без финансово-экономического обоснования межгосударственное соглашение по кредиту не могло быть ратифицировано. И ратифицировано не было. Но ноту о том, что договор прошел все юридические процедуры внутри Абхазии, Министерство иностранных дел Абхазии в Россию направило. Доказательство этому кадры архивных документов. Процедура, важная, конечно, процедура, которая должна была быть выполнена абхазской стороной, она оказалась липовой. Когда мне это сказали, задолго до начала полемики и в парламенте, и в обществе, вы знаете, какая была моя реакция? Я сказал, да не может быть такого. Согласие на получение кредита есть, документы подписаны. Зачем обманывать российскую сторону, что процедура выполнена абхазской стороной? Зачем? Что парламент не пропустил бы? По словам Беслана Цвинария, без финансово-экономического обоснования кредита парламент соглашение бы не пропустил. Поэтому и узнали депутаты о подписанном договоре только после того, как увидели в проекте бюджета на следующий год статью расходов на уплату долга по кредиту ОАО «РЖД». Началось внутреннее расследование. Все сослались на президента. Куправа говорит, я свою задачу выполнил, я полезное для страны сделал. Максим Гвиндия говорит, другой был бы, то же самое сделал бы, то есть мне дали команду, я вынужден был ее выполнить. Александру Анквабу, который тогда находился в должности вице-президента, в то же самое время в МИДе, как он рассказывает, несмотря на его высокий пост, дали более размытый ответ. Я поручал спросить у прошлого руководства МИДа, так просто в разговоре, почему, что это такое. Но как мне доложили, ответы такие, не помним, не знаем, это вообще было, не было, кто поручил или мы сами сделали. Интересно, что Гурам Губас, руководитель Абхазской железной дороги, был против ремонта АЖД за счет экспортного кредита. Так рассказывает депутат Беслан Цвинария. Уважаемый Губас
Он говорит, я против был этого договора. Мало того, как бы свои расчеты у нас были. И я знал, что вот на как бы те средства, которые выделяются для ремонта железной дороги, ну, в той мере, в которой будут вложены эти средства, они не дадут возможность потом эти средства как бы отбить эти затраты и все. То есть дорога не будет работать настолько эффективно, что смогли бы эти средства отбить. По его расчетам там сумма должна была быть более 3,5 миллиардов. Надо было аудиозапись сделать. Вот мы его пригласили, он тогда растерялся, и вот в таком состоянии, в растерянном, он рассказал все. Когда он пришел в себя, он уже говорил совершенно по-другому. Сегодня руководитель Абхазской железной дороги утверждает, что капитальный ремонт полотна и инфраструктуры был необходим. И сделать его можно было только за счет кредита, который Абхазия получила на чрезвычайно выгодных условиях. Кредит ошибкой не был. Кредит дан по очень льготным условиям. Это 2% годовых. Тогда, когда инфляция в Российской Федерации официально в 3 года составляла 7-8%, Российская Федерация нам отпустила экспортный кредит под 2% годовых. Это финансово выгодный кредит, когда ты за него не платишь много. Это один вопрос. Если бы мы не произвели капитальный ремонт дороги, мы бы сегодня вообще не передвигались. Фраза «повторяю для тугодумов» в то время, когда вопрос 2-миллиардного кредита находился еще на стадии обсуждения, стала очень популярна в абхазском обществе. Ее стали применять даже в вопросах, не касающихся железной дороги. А ведь президент Сергей Багапш пытался доказать целесообразность железнодорожного кредита, будучи искренне уверенным в его выгоде. Пусть меня простят все остальные, я повторяю для тугодумов. Кредит, который, по-русски говорю, нужно будет по-абхазски переведу, который я проговорил с Владимиром Владимировичем Путиным, я его попросил для РАО РЖД, для России. Это не нам кредит дается, России дается. Первое. Второе. Расплачиваться за кредит будет не государство, будет бизнес расплачиваться. Но по кредиту все же расплачивается государство. А ведь ранее подобный исход прогнозировал журналист Антон Кривенюк в своей статье «Большая абхазская афера. Железная дорога. Кредит Щебень». Из-за нее он попал под суд. Иск к журналисту предъявил президент Сергей Багапш. И в итоге Кривенюк получил 3 года условно и широкую известность. Я отмотал 3 года этих условных. И все, на этом все закончилось. Было много предложений, в том числе от Тамаза Кецба, он был моим адвокатом, говорит, давай займемся этой темой. Необходимо снять судимость там. Но, во-первых, мы же живем в стране, в которой право не писанное, да, поэтому, скажем, в моих документах нигде не отражается наличие судимости. Более того, у меня же было ограничение для выезда за рубеж, так скажем, да, то есть я не мог бы по закону пересекать границу с Россией. Но именно в этот момент я уехал жить в Россию, мне это никак не помешало. Да? То есть мы живем в этом смысле свободной стране, я это очень люблю и очень уважаю. Как сегодня утверждает Рита Лолова, депутат парламента созыва 2011 года и бывший руководитель Абхазской железной дороги, на ремонт, который в стране обошелся в 2 миллиарда рублей, можно было потратить меньше, а сделать лучше. В 1997 году приезжала правительственная комиссия, специалисты из Москвы. Даже по Ингурскому мосту мы прошли, посмотрели. У нас очень плачевная ситуация по мостам. Кадорский мост, Зачемчира мост, вообще его нет. И вот как сейчас взяли кредит и отремонтировали в основном путевое хозяйство. А путевое, ведь, извините, у нас одна колея здесь. Сигнализация должна работать, светофоры зеленый, красный, желтый, как говорится, а иначе как ездить, да? Дальше энергетическая часть, подстанции, которые питать должны электроэнергией, чтобы электровозы и прочее ходили, потому что тепловозная тяга, знаете, на тепловозной тяге столько солярки зажрешь, а не сможешь ты перевести все то, что положено. Так вот, тогда они обследовали энергетическое, путевое хозяйство, связь, все прочее. Тогда они посчитали, это 97 год, это от Псоу до Ингура, вот все мосты, 800 миллионов они тогда насчитали. Я понимаю, что 800 тогда и сейчас другая, но ведь они не до Сухума считали, и они не только путевое хозяйство, они все. Вот сейчас вот я чисто, вот, знаете, как специалист, мне тоже было интересно, я общалась с нашими энергетиками. По энергетической части слабо работа проведена, практически небольшая работа, только путевое хозяйство. И я, честно говоря, уверена, что
такая сумма там не потрачена. Если взяться за дело, пригласить специалистов и правильно это все просчитать, я думаю, эта сумма как минимум вдвое сократится. Что касается качества ремонтных работ, то, по словам Гурама Губаз, который, будучи руководителем АЖД, следил за ходом ремонта, а затем и принимал железную дорогу, были некоторые нарекания. Но оплошности, как рассказывает Губаз, быстро исправлялись. Дело в том, что ремонтом стали заниматься и укладкой пути в феврале месяца 2011 года. А проект, к сожалению, поступил в конце мая, когда практически путь уже был уложен. Мы ложили на том же месте и как бы новых путей и новых ответвлений не делали, но углы, возвышения и так далее там на кривых, но это есть специфика такая инженерная, они были с некоторыми отклонениями уложены, так как не было проекта. Вот как строителю было удобнее, так как бы ложили. И по как бы практически завершении, когда проект пришел, мы с этим проектом, с техникой, с людьми прошли, и практически мы добились, что мы по проекту заставили все переложить. Это были траты уже у ОРЖД, за которые не оплачивалось ни одного рубля. Но, по словам Риты Лолуа, которая также, будучи в то время депутатом Народного собрания, интересовалась ходом ремонтных работ, все проходило не так гладко, как рассказывает директор Абхазской железной дороги. Были моменты, что они, знаете, шпалы, которые на путях, и шпалы, которые на мостах, это разные вещи. Понимаете, и они уложили такие же шпалы, что и обычно на путях и все прочее. Там много моментов таких. Мне ребята тоже звонили с болью, знаете, как-то нам же здесь работать, им же здесь работать. И кто-то отремонтировал, уехал, ему плевать, да, нам же здесь работать. Конечно, с болью мне говорили, что приезжали энергетики, которых должно быть все снаряжение, они говорят, даже у нас плоскогубцы брали, дайте плоскогубцы, там что-то подтянуть. Если страна заинтересована, я думаю, как следует можно провести расследование, и как и что, потому что тем более сейчас мы за это кредит платим. Понимаете, если кто-то на этом нажился, а народу Абхазии за это отвечать. И отвечать и не только сегодняшнему поколению, но и будущему, потому что эта сумма большая. Гурам Губаз же, в свою очередь, уверен, что благодаря кредиту Абхазскую железную дорогу удалось спасти. По завершении всех работ из 2 миллиардов мы не сошлись в РЖД только 1000 рублей. Можете себе представить? 1000 рублей из 2 миллиардов. Это вообще ничто, ни о чем. Мы сэкономили порядка 380 миллионов рублей. И дополнительно то, что у нас было запланировано, к этому еще сделали ряд объектов. Помимо 105 километров железнодорожного полотна, мы отремонтировали 4 тяговые подстанции, 10 модулей связи абсолютно новых, которые работают у нас сегодня на оптиковолоконной кабеле. Говоря «мы», Гурам Губаз наверняка все-таки подразумевает ремонтные бригады российских железных дорог, потому как кредитные средства в республику не поступали, а осваивались в России. Разумеется, и налоговые поступления за счет проделанных работ остались там же, в российском бюджете. Абхазия получила только отремонтированную магистраль и долг, как, впрочем, и было запланировано. Об экономике мы можем долго рассуждать. Дайте, пожалуйста, нам перевозки. И мы согласны возить, и мы согласны по частям этот кредит выплатить. Но не мы же виноваты, что нет транзита. Если был транзит, в течение 2 лет, наверное, бы это все оправдалось. Транзит есть, но объемы его таковы, что Абхазская железная дорога работает себе в убыток. Перевозка горюче-смазочных материалов и перевалка угля через Очимчирский порт сегодня единственный источник заработка АЖД. Объемы грузов сегодня составляют не более 1,5 миллиона тонн в год, а нужно 3 миллиона, чтобы железная дорога стала рентабельной. Чтобы мы были рентабельными и могли без дотации и без убытков работать, и могли хотя бы незначительно, но развиваться, приобретать свой подвижной состав, локомотивное хозяйство и другие хозяйства приводить в порядок. Мы должны ежегодно перевозить грузов не менее 3 миллионов тонн. Где их взять? Я такой анализ для себя делаю и
премьер-министру я написал такую записку, свое видение. Нам нужно вывозить некоторые грузы, потому что республика наша потребляет в год по максимуму до 500 тысяч тонн грузов. Это наливных, стройматериалов, цемента, продовольствия и так далее, и так далее. Уголь, перевалка, как бы мы ни старались, больше 1 миллиона тонн в Ачимчерском порту сегодня по техническим причинам перевалить невозможно. Это мы уже получили 1,5 миллиона. Где взять еще 1,5 миллиона? Увеличение объемов транзитных перевозок, в частности за счет перевалки грузов через порты Абхазии, единственный способ нарастить доходы железной дороги, считают специалисты. Учитывая узкие возможности нашей экономики внутренней, то есть внутренний потребительский сектор, рассчитывать на то, что железная дорога будет окупаться за счет внутреннего рынка, как минимум непрофессионально. А вот если мы будем говорить об увеличении транзитной составляющей, в том числе и вот то, что сейчас уже практикуется, да, мы знаем, что достаточно большие объемы, там порядка до 1 миллиона тонн грузов в год они хотят выйти уже в этом году. Это может позволить частично дать какой-то импульс для развития железной дороги. Черное море открывает возможности для выхода практически в любую страну мира. Как и на вход, так и на выход. То есть речь не идет о том, чтобы только вывозить товары. Можно и ввозить в Российскую Федерацию. У нас все это значительно дешевле. Просто, опять же, необходимы инвестиции в тот же порт. В том виде, в котором есть, она большой доход не принесет, потому что это тупиковая ветка. И для того, чтобы, на мой взгляд, железная дорога могла заработать более эффективно, два варианта. Либо должно возобновиться сообщение транзитное, так скажем, между Европой и Азией. Либо нам надо задумываться над тем и привлечением других каких-то инструментов для того, чтобы железная дорога была востребована. А это, у нас морской путь, в конце концов. Мы морская держава. И это преимущество, если попытаемся использовать, наверное, тогда она будет уже востребована и работать эффективно. При этом рассматривается вариант открытия сквозного движения грузов из России через Абхазию на восток, в Грузию, Армению и другие страны. По мнению экономистов, депутатов, специалистов в области перевозок, для нашей страны это было бы выгодно не только экономически, но и политически. Поставить во главу угла решения вопроса экономического, политического, наверное, будет невозможно. А вот попытаться решить экономические вопросы с прицелом на то, чтобы потом впоследствии для себя политические дивиденды получить, наверное, это было бы более правильно. Я думаю, тогда возможно, что и политическая конъюнктура в отношении Абхазии тоже изменится. Разговор об открытии сквозного грузового движения по Абхазской железной дороге возобновляется регулярно. Еще в середине 90-х годов, как вспоминает один из бывших руководителей Абхазской железной дороги Гарри Саманба, проводилась 4-сторонняя встреча между представителями Абхазии, России, Армении и Грузии. То есть тогда ситуация такая была, что все довольны были, все радовались тому, что скоро будет сквозное движение. Хотя то время и сегодняшнее время, если сравнивать, то послевоенный период сразу у нас вообще никаких отношений не было с Грузией, абсолютно никаких, хотя у нас их и сегодня нету как таковых, но тем не менее тогда ситуация совершенно другая была. Но тем не менее люди на то шли, особенно коллектив, который я возглавлял, они очень надеялись, что все-таки работа будет. Сквозная железная дорога будет работать, и тогда у всех будет работа, и все не заняты будут, и более того, еще нам надо было дополнительно рабочие силы для того, чтобы обеспечивать все это движение. Экономисты проводили исследования, рассчитав, какой доход сможет приносить Абхазская железная дорога, перевозя максимальный объем грузов, взяв за основу довоенный показатель – 10 миллионов тонн в год. Когда мы стали использовать расценки, существующие на Абхазской железной дороге, они оказались значительно ниже, чем те, которые существуют в странах Южного Кавказа и России. То есть
Получается, что сегодня в странах Южного Кавказа в среднем доходы компаний железнодорожных составляют $1 за контейнер-километр. То есть провести один контейнер по железной дороге расстоянием в 1 километр, значит, плата составляет $1. Поэтому мы, значит, пересчитали наши, значит, доходы с учетом тех, которые существуют в странах Южного Кавказа, в Азербайджане, в Армении, в Грузии. Соответственно, доходы абхазской компании, в случае, если бы максимально 10 миллионов тонн грузов пропускалось бы, то абхазская железная дорога зарабатывала бы на транзите до $100 миллионов в год. Так подсчитали экономисты, используя при этом идеальные значения всех переменных. Но есть и альтернативные мнения, касающиеся целесообразности работы железной дороги в целом. Например, журналист Антон Кривенюк считает, что Абхазии железная дорога не нужна вообще. По его мнению, убытков от нее всегда будет больше, чем прибыли. Тогда Леонид Иванович Лакербаев был вице-премьером, по-моему, и он сказал о том, что мы посчитали, что нам дорога транзит даст $8 миллионов в год. Простите, копейки вообще. Это то, что нам не нужно. А учитывая, что все-таки у нас курортно-туристическая специфика у страны, то зачем нам громыхающие товарники на Гагарском пляже? Они нам просто не нужны. И этот ужас, он сейчас обсуждается в Сочи, потому что там железная дорога идет по берегу, это неудобно, это плохо. И нам нет у нас ее и не надо, да, вот как бы не тот ресурс, который вот обязательно у нас должен быть. В настоящее время по железной дороге в основном перевозится уголь и ГСМ. Пассажиров перевозят российские поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Белгорода, которые ходят в основном в летний сезон. Своего подвижного состава у Абхазии нет. К тому же, по словам специалистов, пассажирские перевозки – убыточная статья для железной дороги любой страны. Надеяться на доход от них бессмысленно. А чтобы обеспечить полноценный транзит, нужны не только соответствующие политические реалии, то есть налаженные торговые отношения между странами-партнерами, но и технические условия, для создания которых необходимы крупные вложения в инфраструктуру АЖД, несравнимые по величине с железнодорожным кредитом 2010 года. Речи об этом пока не идет. Сегодня власти республики пытаются хотя бы списать существующий долг, взятый путем подлога, но расплачиваться за который приходится по закону.